Информационное агентство Bitter Winter опубликовало свидетельство китайских полицейских, несущих службу в Восточном Туркестане. Китайские правоохранители раскрыли преступления коммунистической партии, совершенные в отношении уйгуров и других мусульман. Согласно информации, предоставленной заместителем начальника одного из полицейских отделений города Урумчи, на каждую улицу приходится один полицейский участок, расположенный через каждые 500 метров, с персоналом, состоящим из 20 человек. Группа из 4 полицейских проводит круглосуточный патруль местности. В случае инцидентов на место происшествия направляют 50 сотрудников из 3 полицейских участков этого района. Правоохранители, получившие сигнал, но не явившиеся в течение нескольких минут, подвергаются серьезным дисциплинарным наказаниям. В Урумчи задействовано свыше 100 тысяч сотрудников службы безопасности. Для обеспечения так называемой стабильности руководство периодически набирает новый персонал. По словам другого полицейского, который несет службу в районе Манас, каждому сотруднику предоставляется устройство полицейской службы, подключенное к центральной базе данных. Благодаря этому устройству полицейские получают подробную информацию о том или ином человеке. Граждане, в чьих телефонах обнаружат антикоммунистический или признанный незаконным контент, попадают в концентрационные лагеря без суда и следствия. Ситуация дошла до того, что жители региона начинают испытывать страх при виде полицейских. В связи с увеличением числа инфицированных новым типом коронавируса, в китайском городе Джилинь были введены некоторые ограничения. Согласно сообщениям South China Morning Post, после того, как с прошлой недели новые случаи COVID-19 достигли 21, были отменены железнодорожные сообщения, междугородние автобусные рейсы, различные программы и мероприятия. Жителям города запретили собираться в открытых и закрытых помещениях. Во время пресс-релиза с участием местных СМИ заместитель мэра города Гай Донпин заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе очень сложная и сохраняется риск дальнейшего распространения вируса. Ссылаясь на отчет ЦРУ, журнал Newsweek сообщает, что после начала эпидемии Китай увеличил запасы медикаментов и оказал давление на Всемирную организацию здравоохранения, принудив отказаться от объявления о чрезвычайном положении. Американская разведка обвинила Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества. Китай, который намерен помешать Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайную ситуацию в глобальном масштабе, заявил, что в противном случае прекратит сотрудничество по борьбе с коронавирусом. По данным журнала, после этого Китай закупил у США и других стран защитную одежду и медицинское оборудование. Ранее, ссылаясь на БНД, германское издание Der Spiegel утверждало, что на главу Всемирной организации здравоохранения оказал давление сам Си Цзиньпинь. Президент США Дональд Трамп, который обвинил Китай в распространении эпидемии коронавируса, заявил, что никакое торговое соглашение с Китаем не компенсирует гибель ни в чем не повинных людей. Трамп отметил, что сразу после подписания торгового соглашения с Китаем весь мир столкнулся с коронавирусом нового типа, появившимся в Ухане. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что коронавирус может стать эндемичным и иметь постоянный характер. Организация указала, что даже если вакцина будет найдена, в борьбе с вирусом потребуются большие усилия, так как вирус может вызвать ВИЧ и другие тяжелые заболевания. Об этом заявил руководитель отдела Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, выступивший на онлайн-брифинге в среду.